Здравствуйте, дорогие студенты! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-урок по предмету «Финансы, денежное обращение и кредит». Тема сегодняшней лекции – государственный бюджет и его структура. Рассмотрим следующие вопросы. Понятие государственного бюджета, структуру бюджета государства, доходную и расходную часть бюджета на примере Кыргызстана. Для начала выясним, а вы знаете доходную часть бюджета, а также расходную часть бюджета? Кто утверждает государственный бюджет? Почему возникает дефицит бюджета? Почему возникает государственный долг? В конце мы вернемся к этому слайду обязательно и надеюсь, что ваше мнение кардинально изменится. В ходе изучения темы студенты должны усвоить понятие бюджет, доходы, расходы, научиться применять понятия дефицит и профицит на практике. Итак, мы начинаем. Активное продвижение стран по пути рыночных преобразований, развитие инновационной национальной экономики в значительной степени стало возможным благодаря функционированию бюджетной системы страны. Государственный бюджет является основным звеном финансовой системы, отражающей экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств. С помощью бюджета государство имеет возможность решать социальные и экономические вопросы развития. Бюджет дает четкую картину того, как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства объему его потребностей. Таким образом, ни одно государство не может существовать без бюджета. Именно поэтому изучение государственного бюджета является важной и актуальной темой. Для начала, ребята, мы выясним, что такое бюджет. Бюджет с английского слова означает сумка или кошелек. Государственный бюджет – это смета доходов и издержек государства на определенный период времени. Это форма образования, расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местных кеңешей. Госбюджет – это годовой план государства. Далее рассмотрим порядок формирования государственного бюджета. Как вы видите, ребята, на этом слайде показано, что государственный бюджет составляется правительством, утверждается и принимается высшими законодательными органами. Бюджетная система в Кыргызстане является двухуровневой. Это республиканский бюджет и местный бюджет. Структура бюджетной системы соответствует общественным задачам, которые решаются государством на определенном уровне. Дальше рассмотрим, ребята, секторы государственного бюджета. Республиканский бюджет и местные бюджеты существуют. Республиканский бюджет – это совокупность денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государственных органов. Местные бюджеты – это бюджет местного сообщества, айылного аймака и города, формирование, утверждение, исполнение и контроль которого осуществляют сами органы местного самоуправления. Дальше рассмотрим, ребята, принципы формирования государственного бюджета. То есть, опираясь на какие принципы государство формирует свою казну. Это единство бюджетной системы. Тут обеспечивается единой правовой базой, использование единых бюджетных классификаций, единством форм бюджетной документации, предоставлением стат информации с одного уровня бюджетной системы на другой. Полнота реализуется путем отражения всех источников доходов и направлений расходов по каждому уровню бюджетной системы. Публичность. Проекты бюджетов, их принятие и исполнение должны доводиться до сведения общественности через средства массовой информации. Прозрачность. Открытость информации при формировании, рассмотрении, утверждении, уточнении и исполнении бюджета. Самостоятельность. Обеспечивается наличием собственных доходных источников в бюджетах различных уровней и правом определять размеры
и направления их использования. Вот такие вот принципы у нас существуют в государстве. Опираясь на эти принципы, государство формирует свою казну. Дальше мы рассмотрим структуру государственного бюджета. Оно состоит из доходов и расходов. Доходы служат финансовой базой деятельности государства, расходы – удовлетворению государственных потребностей. И, соответственно, доходная часть бюджета показывает, откуда поступают денежные ресурсы для финансирования расходов государства. И, соответственно, расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются аккумулированные денежные средства. Государственный бюджет строится по балансовому методу. Его расходы должны быть равными доходам. Здесь показан нам профицит. Профицит – это излишек денег по сравнению с запланированным объемом их расходования. То есть, когда доходы превышают расходы. В реальности такая ситуация наблюдается очень редко. Следующий слайд показывает нам дефицит. Дефицит – это недостаток денег по сравнению с запланированным объемом их расходования. То есть, когда расходы превышают доходы. По международным нормам допустимым считается дефицит бюджета, составляющий не более 5% от валового внутреннего продукта. Дальше рассмотрим, ребята, способы преодоления дефицита бюджета. Оно идет у нас по 4 направлениям. Первое – сокращение бюджетных расходов. Тут представительный орган власти может применять решение о введении установленного законом механизма уменьшения расходов. Секвестр – это сокращение запланированных бюджетом расходов. Второе направление – это поиск дополнительных источников доходов. Можно попытаться увеличивать размеры действующих налогов и сборов или ввести новые. Третье направление – это денежная эмиссия. Это выпуск наличных денег в обращение. Четвертое направление – это получение кредита. Да, вы правильно поняли, речь идет о государственном долге. Государственный долг бывает внутренний и внешний. Внутренний долг возникает перед гражданами, банками и фирмами своей страны. Внешний долг возникает перед другими государствами, международными банками и финансовыми организациями. Также на следующем слайде показано подробное объяснение источники финансирования дефицита государственного бюджета. Следующий слайд показывает, государственный бюджет формируется доходы из налогов юридических и физических лиц, а также таможенные пошлины и сборы. Собранные денежные средства расходуются на содержание аппарата управления, на образование, на здравоохранение, на оборону, на культуру и другие расходные части государственного бюджета. Теперь все это мы рассмотрим в цифрах. Вот, данный слайд показывает источники доходов государственного бюджета из материала Нацстаткома КР. Это 5 самых высокодоходных видов налогов, которые поступают в государственный бюджет. На первой позиции стоит у нас налог на добавленную стоимость. Это не только у нас в Кыргызстане, но и в других развитых странах этот вид налога стоит на первой позиции. На второй позиции стоит налог на внешнюю торговлю и операции. На третьей позиции стоит акцизный налог. На четвертой позиции стоит налог на валовый доход от компании Кумтора. И на пятой позиции стоит налог на прибыль. Вот такая у нас цифровая картина в Кыргызстане. Следующий слайд показывает источники расходов государственного бюджета. Тут указаны статьи расходной части государственного бюджета в цифрах. Это плановые показатели и фактические. Например, образование. Фактически было выделено 26 миллиардов 352 миллиона сомов. А было запланировано 27 миллиардов 539 миллионов сомов. Конечно, здесь недостача до плана идет.
Такая же картина в социальной защите, такая же картина погашения госдолга, также госслужба общественного назначения, здравоохранение, оборона, порядок и безопасность, а также экономические вопросы и другие статьи расходной части государственного бюджета. Вот такая вот цифра у нас сейчас в государстве. Государственный бюджет Кыргызстана. Следующий слайд показывает в цифровом значении доходы и расходы государственного бюджета. За 2019 год доходы госбюджета составили 148 миллиардов 761 миллион сом. Расходы 158 миллиардов 407 миллионов сомов. Конечно, здесь опять же расходы превышают доходы. Здесь четко указана среднемесячная зарплата за последние 2 года. Среднемесячная зарплата в 2019 году составила 17 440 сомов, так как в 2018 году оно составило 16 577 сомов. Конечно, идет тенденция возрастания. Это значит хорошо. Также указан дефицит, госдолг, инфляция, рост ВВП, прожиточный минимум у нас в Кыргызстане за 2019 год составил 5219 сомов, так как в 2018 году она была 5185 сомов. Также госслуги, образование, социальная защита, здравоохранение и экономические вопросы. Мы можем здесь также отметить, темпы инфляции в 2019 году составила 4,7%. Рост ВВП, опять же, в 2019 году 4%. Вот такие вот, ребята, у нас цифры. Далее мы видим на слайде дефицит бюджета за 2 года. За 2019 год в процентном соотношении оно составило 1,7% к ВВП, так как в 2018 году оно было 3,8% к ВВП. Конечно, здесь идет улучшение. Коронавирус в стране. В стране может быть секвестирование бюджета. Это значит сокращение расходов. Сокращение расходной части бюджетного плана. Такая мера является вынужденной и принимается в том случае, если возникшие в государстве непредвиденные финансовые трудности не позволяют следовать уже принятому и утвержденному бюджету. Но мы, конечно, надеемся на лучшее, да, ребята? Что мы можем сказать о выводе сегодняшней лекции? Роль бюджета заключается в том, что он является важным инструментом воздействия на развитие экономики. С ее помощью государство изменяет структуру общественного производства, влияет на результат хозяйствования, осуществляет социальное преобразование. Важную роль играет государственный бюджет при решении социальных проблем. Это проблема образования, это проблема здравоохранения, это проблема обороны и другие социальные проблемы. Какой бюджет, такое и государство. Поэтому государство должно правильно распределять денежные средства народа. Дальше я даю вам самостоятельную работу на дом. Вы должны заполнить табличку и внизу дать мне пояснение. Это исследование семейного бюджета. А пояснение такого типа. Таким образом, мы фактически потратили за месяц такую-то сумму. Анализируя расходы, мы пришли к выводу, что вы должны дополнить. Желаю удачи при заполнении этой таблички. Вот наш долгожданный слайд. Мы узнали, доход – это налоги, таможенные пошлины и другие сборы. Расходы – это оборона, медицина, культура, образование, социальные нужды или другие статьи. Утверждается правительством на 1 год. Дефицит возникает из-за нехватки денег. Государственный долг возникает для покрытия именно этого дефицита бюджета. Узнали все, что хотели, да, ребята?
Я вам рекомендую ниже следующую литературу и электронные ресурсы. Можете дополнительно заниматься. С вами была Наджива Гульбарчин Джулдошевна. Соблюдайте режим гигиены, будьте здоровы, не болейте и спасибо за внимание.